немыслимые. Нарушение мыслимых законов. Но когда они посягнули на основной закон Конституции, народ запрещал себе все, что запрещает закон. Власть имущие разрешала себе все, что запрещает закон. Вот какая разница была между нами. И сегодня подтверждение этому то, что сегодня на букве закона мы вышли на митинг, отстояли там 2 недели. Хотя эта власть заслуживала, чтобы их выбрасывали не через двери, а через окна. Мы не позволили себе этого сделать. Мы ждали, мы терпели, и мы на букве закона пришли к сегодняшнему дню, 30 октября 2018 года. Мы знали эту сделку, что она была ничтожна. Мы знали, что этот закон 4 октября этого года, текущего месяца, он был ничтожен. Мы знали, мы представили все материалы, мыслимые и немыслимые, то, что был нарушен. Все было нарушено. Но, несмотря на нас, не слушали, и сегодня мы поставили точку, что этот закон неправомерен, что он ничтожен. И поэтому, я думаю, победа за нами. Победа за нами. До сегодняшнего дня, октябрь месяц, в Новой России для нашего народа, он был месяцем потрясений. Но с этого дня он будет месяцем побед. Да, 92-й год. События 92-го года в пригородном районе. 30 октября назначение главы республики в 2008 году. 4 октября 2018 года этого закона принятия. Но сегодня мы пришли к тому, что все-таки решая свои задачи, независимо от того предательского шага нашего главы, нарушения Конституции, клятвы своей, вы пришли и показали, что есть закон, что нельзя нарушать закон, нельзя нарушать основной закон Конституции Республики и Российской Федерации. И поэтому федеральная власть должна обратить на это внимание, что эти люди, эта имущественная власть, подрывает авторитет федеральной власти. Я просил бы федеральную власть обратить на эту власть имущественную. Не допускать дальнейшего обеспечивания федеральной власти. И вот здесь мы живем по каким-то другим законам. Но не по имущественным, не по федеральным, не по российским. Есть слова, где есть боль, о которой нельзя рассказать. Боль, причиненная очень давно, в прошлом. Но это не значит, что о ней можно забыть. Есть боль, которую нельзя забыть никогда. Боль 92-го года. Сегодня готовый закон, все предыдущие говорили, лежит с 91-го года неисполненный закон о реабилитации репрессированных народов. Сегодня, несмотря на то, что совместное проживание невозможно, следственной имущественной национальности на территории пригородного района, мы знаем, из внутренних районов Грузии переселяются лица осетинской национальности и поселяются именно на спорной территории пригородного района. Мы должны обратиться в федеральную власть, на министра иностранных дел, это мое предложение, что его внесли в резолюцию или постановление, обратиться к министру иностранных дел Лаврову, не допускать расселение и поселение, создавать новую поселение на территории пригородного района из числа переселенцев из внутренних районов Грузии. По полному исполнению закона о реабилитации репрессированного народа в части территориальной реабилитации. Я просил бы, учитывая здесь присутствие депутата Народного собрания парламента республики, просил бы все-таки рассмотреть здесь у себя, принять закон или законопроект и обратиться в Государственную Думу с этим законодательным актом с просьбой вот то, что воспрепятствует нам возвращению пригородного района, он наказание за воспрепятствование возвращению вынужденных переселенцев в места прежнего проживания. Если будет этот закон, если будет законодательный акт, если будет принят в Государственной Думе по настоянию нашего парламента, я думаю, проблемы пригородного района постепенно снимутся. Да, Баху говорит. Баху говорят. Уважаемые делегаты, уважаемые гости, у нас очень мало времени, поэтому мы желающих выступить очень много, посчитали около 13
15 человек. Давайте сделаем следующее. Каждый будет выступать максимум по 2 минуты. Следующим выступает Базлокин Куц Идрисович. Подготовиться Идрису Абадиеву. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Приветствую всех гостей и делегатов нашего конгресса. Жизнь, события развиваются так стремительно вокруг нас, что, по-моему, мы носим коллективы, даже то, что означает. Поэтому я хотел бы сказать вот что. Нас всех очень обрадовало сегодняшнее известие с Конституционного суда присутствия Ингушетии, но в целом вся работа по разграничению, так или иначе, с Чеченской Республикой, и в том числе, безусловно, работа по возвращению отторгнутых в результате нашего выселения 7 пригородного района продолжится. И в этой связи как механизм, который, возможно, пригодится нам в будущем, я бы хотел зачитать следующие пункты. Значит, в тот момент, когда это будет востребовано, необходимо сформировать межреспубликанское коллегиальное собрание, это мое личное предложение, и из представителей всех общественных, религиозных объединений, органов власти республик. Далее, в рамках этого межреспубликанского коллегиального собрания создать и выделить в отдельный процесс межреспубликанский научный онлайн-форум. Задача форума – установить хронологию принадлежности спорных земель. На сегодняшний день интернет-технологии позволяют провести работу такого форума без необходимости нахождения участников в одном месте и без ограничения по времени. Работа форума организуется, например, через интернет-сайт, на котором аккумулируются мнения и комментарии аккредитованных научных специалистов, прошедших подтвержденную регистрацию. При этом ходы работы форума и его материалы должны быть открыты для общественности. Работа форума должна продолжаться сколько угодно времени до достижения полного согласия научных сообществ наших республик и в целом научного сообщества по вопросу принадлежности земель. Далее. Итоговый документ работы этого межреспубликанского научного онлайн-форума должен быть подписан всеми участниками, но не содержать рекомендаций. Этот результат должен стать основой для межреспубликанского коллегиального собрания в поиске устраивающего всех варианта проведения границ. Работа этого собрания также должна проводиться в режиме онлайн-доступа и идти до детального согласования и согласия всех участников. Утвержденный таким образом впоследствии, когда бы это ни было, межреспубликанским коллегиальным собранием вариант проведения границы должен быть вынесен на референдум. На основе результата референдума нужно будет вынести, значит, уже изменение границу и затем ратифицировать парламентами обеих республик. Это что касалось механизма. Чтобы не задерживать всех, тем более, что мы находимся в условиях цейтнота, я хотел бы обратиться к молодежи Республики Ингушетия. Как я и говорил в начале, работа по восстановлению справедливости по отношению к нашему народу продолжаться. И я хочу обратиться к молодежи с предложением, которое несет серьезную
помощь всему народу в решении этого вопроса, а именно всех вопросов, и пригородного района, и разграничения исключения. Мы все сегодня видим, какую роль играют новые технологии в жизни людей. Надо уметь вовремя осознавать влияние всего нового на нашу жизнь, уметь подстраивать технологии под наши традиции, а не наоборот. В старину, когда у всех наших мужчин на поясе висели кинжалы, никто и никогда не оскорблял другого даже в конфликтной ситуации. Никто не переходил на грязную губы. Это недостойно. Если что, сразу переходили к оружию. Это адапт. Так повелевает наш кодекс чести и чести. Другие народы во всем мире ищут, чтобы такое показать всему миру как свою культуру. Придумывают на пустом месте, высасывают из пальца. А у нашего народа есть такой бриллиант культуры. Наш кодекс Эзил. Это дар Аллаха нашему народу. Пора осознать это. Эзил невозможно передвигать как границы. Невозможно его отнять у нас. Эзил внутри нас. Это наш духовный стержень. Это башня внутри каждого из нас. И мы должны сплотиться вокруг наших адатов, проявляя Эзил. Вы, молодежи Ингушетии, гордитесь своими предками, гордитесь нашими традициями. Так давайте же покажем всему миру пример добровольного следования нашим адатам. Покажем всем, какую силу имеет Эзил. Для этого, в память о наших предках, деливших все горести пополам, в памяти о Зелимхане из Харачоя и укрывавших его ингушских друзей из аулов Нелх и Кек, которые были взорваны за помощь ему, в память о погибших вместе чеченцах и ингушах в сталинском выселении, в память о чеченцах и ингушах вместе добившихся возвращения на родной Кавказ, в память всех погибших в 90-е годы и в Ингушетии, и в Чечне. Я призываю всю молодежь Ингушетии принять важное личное решение и, начиная с сегодняшнего дня, с 30 октября, навсегда в одностороннем порядке прекратить любые оскорбления в адрес наших чеченских братьев и чей-либо адрес. Таким образом, мы покажем всему Рунету, кто такие ингуши, какова власть адатов и что такое Эзил. Мы лишим наших недругов возможности анонимно стравливать наши народы. Мы все будем знать, что любой пишущий оскорбление в адрес чеченцев точно не ингуш. В заключение я хотел бы предложить для молодежи лозунг ингушей в интернете. Он звучит так. Наша Россия, наша Родина Ингушетия, в наших сердцах иман, в наших поступках Эзил, и только Аллах превыше всего. Дал иман сабр лолу, дал борца Богу. Аплодируем Идрис. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. كانوا هدول بمعزة كتير. ده أشياء قهر والله وين يجي بالمواستي يحيى بالحبوش بوهر استخر خاط أخر قاس حدا بالله ده ويوقع. ده هو وين يجي مواصل شدوا غير واسبي وين مواصل ثانية برد ده وين يجوا ده هو حبوش بوهر وين برد هذا ده لوبي. أسمعت يا شو بدي في قدرة اللي حرمات تشبه شيء حقيقي عندها شو مثلا حتى هندت يعني مثلا يقول يقدم يعطي ليه تبيش عنا وارد تبيش عطوها عن بيز بوت هذا مثلا بدر دوتش 100 تقول هسك في وقت بيز جاس كير 100 جاس تقول خلاص هذا كده خشاع مداز بدر يعطي في خوف في دوت يرجع في مخ مش طبيعي قناتي في واخر في ليه مواصل طبيعة قناة خورد تاخد وهي بوسطي تي بوسطي روسي بوسطي سي أصحاب بوسطنا نو
مثلا جوا غير طينا وين جوا وين تقع شباب بالخوف ده حتى تحن تبى الأزم كيفنا داير الأزم بوش ده أزم سافر تتصل اعتبار بيت هذا ده مغلق تقدر بقصد اعتبار بوي تقدر يبوح 4 فلان أزد تعبير اشتاق شو هيش تطور تام بيتا هو مختبع بيتا هذا خبر بدنا نبيع بعض دائما احنا حمل تحكيل برميجا كثير بعض شو واصل حاجه مش ثاني هي اللي اقوام دي ويشن بيجي كم دي تاخذ شو عمل ثاني بيتا منه ويشن شو ما يعرفش لو شو كم دي بيتا كردي بيتا من نيبو بي بطو بي ست ماركات تاخذ بي مصر يكتب بات شو حاليا حمديه بدر يا بوصلنا هم حرمدي بيسي بيتي بيروتو تقريبا اسبوع بعد ولا دق هو بيداش 3% 9% كل عاطو تي عاطو حد نقدر لا ازلح دق هو بيداش تي عيب تي حاجه طموح بس لا ازلح اسبوع عدوك اسبوع عبيعتك بيتي الوقت بيتي ولطوي بيسي دادو بيتي الوقت يجري بيسي الوقت قلنا مدينة مثلا واحد تاخذها بوصلنا خدتها واحد يعني سي دادش حلو عليها تاخذ تاخذ بتجيني تاخذها ايش ديال ضغط مثلا برضه انا حواس دي حريت نقدر يقول نو تحمد طويل خدنا والله دليل تاخذ بي ازرق بيجري بيجري بيع وين مال هتبوظ بيجري في ايه هو في ملاي بيجري سيدي دوق بي يرن بوظ خالص هو دوقتي بيجري بيرن بيتعمل ده تده تاثر هم ويجوا تاثر طبي لا هاي تاتي هذا لا هاي ده بيا يتحول ده حين حدا حين حمديه ده تاع نقطه قبل مش انت يا وزن بي والله قام تاخذ كميه لا ميتي ملا عشان اجل مليون ده خذ قناه مدير دي كمان تاشين دي هذا الماركت واحد خذ قناه ده بي خذ حدوتي انا اتيت مدير هذا سامع بقى معناته دبرو ما تجيك كادي انا زود دبرو ما تجيك اطفال يا عمي ايش تبي حبيبي بي ما نرجع تصدق بعض الساعه سكت غاض يلا تنا تعمل درس بدر يا ميتي لا تشغل ميتي دايت تحسوا تدوش يالري محترا خوشلاس محترا تدرا داتشو تدوها نيا محتيا عوض عمه تمحتر والله ها تدوها بين محتر بين مول نمو كتير بين الناس كتير نو كنا مثلا بين محتر كتير بدش هذه العقد خلص انا اتي دني قبل دوتس تدوها ميتي محترا تدوها قام الله ورو نيت نيا محتر والله حمل ورو نيت اس حمل توقع جا يوم الصديق بي حتى يجي أنا ذا يقرأ أستاذ ويوري نلقي مهاجر بين ذا ترى شيء ده غلط حمل صفة تويا ده هل شيء تيجي جيبوا رسيبوا جيبوا ده ورسيبوا تيجوا نحكي تبغى مدربين تبغى تقول تيجي شو أصلا أصلا صحيح ده أنا زي حاطة